Сегодня зашел в библиотеку и почувствовал, что такое впечатление, что мы уже где-то в Москве, может быть, еще где-то подальше находимся в развитии, потому что в действительности красота. Помню, сюда зашел, здесь просто без слез нельзя было зайти. Бедные работники все с тазиками бегают, еще что-то, собирают воду, говорят, нельзя, библиотеку жалко. И так, посмотрите, какой сегодня красота. Чтобы это наследие могло передаваться с поколения в поколение. И то, что они сегодня сделали, они сделали впервые, наверное, на всем Дальнем Востоке. Я не знаю, на Северо-Западе сделали такое, но на Дальнем Востоке можно точно сказать, что мы первые. Мы создали такой вот информационный код нашей республики, нашего наследия. Все полностью у нас теперь в цифре. Посмотрите, какая у них аппаратура, какая техника. Тут, я думаю, медиацентр нам позавидует такому, что есть. То есть мы создали хороший, действительно, центр такой. Я вижу, вот езжу по улусам и вижу, как тоже они создают свои структурные подразделения, и как их они обустраивают и дают возможность, чтобы не только это в Якутске было, а по всей Якутии распространилась вся эта наша цивильная цифровизация. Поэтому считаю, молодцы, и Светлана Васильевна просто сделала сегодня прыжок в космос. Благодарственное письмо вручается коллективу Национальной библиотеки, директору Саргалане Васильевне Максимовой за вклад в сохранение культурного наследия и социально-экономического развития Республики Саха-Якутия и культурного наследия народов Якутии. Коллеги, просим приглушить освещение. А затем их размещают на сайт «Культурный код». Помимо трехмерной цифровой копии, на портал загружается научное описание. На основе многолетнего опыта по созданию энциклопедических изданий, таких как «Энциклопедия Якутии» под редакцией Федота Григорьевича Сафронова, «Энциклопедический словарь Якутии», «Трехтомная история Якутии», Академии наук Республики Саха готовится многотомная энциклопедия Якутии. Энциклопедия Якутии является универсальным справочным изданием национально-регионального типа, охватывающим все стороны знаний о прошлом и настоящем Якутии, о его вкладе в развитие России и мировой цивилизации. Основу содержания энциклопедии составляет словник от А до Я, хронологические рамки энциклопедии составляют период, начиная с палеолита до настоящего времени. Энциклопедия состоит из 22 разделов и включает в себя более 12 тысяч статей, подготовленных академиками и сотрудниками Академии наук Республики, а также учеными и специалистами ведущих научных учреждений, образовательных и производственных организаций Якутии. Портал энциклопедии создается совместными усилиями Национальной библиотеки, Академии наук Республики Саха-Якутия, а также компании DITEM, которая является разработчиком автоматизированной системы APA Global, на основе которого и собирается наша энциклопедия. Энциклопедия является эталонным справочным информационным ресурсом, который содержит достоверную информацию, научные знания о нашем регионе. Башкирская энциклопедия, имея 30-летний опыт подготовки энциклопедической и словарно-справочной литературы, оказывает всестороннюю методическую помощь в работе над энциклопедией Якутии. Электронный портал энциклопедии Якутии создается на базе автоматизированной библиотечной информационной системы APA Global, в котором представлены энциклопедические статьи со ссылками на медиафайлы, литературу и профиль автора с возможностью прочитать его труды в научной базе Национальной библиотеки. Энциклопедия Якутии предназначена для широкого круга читателей и является
квинтэссенцией энциклопедических знаний о регионе, отобранных на основе научного единства и системности. А электронный портал энциклопедии позволит оперативно обновлять актуальные знания о нашей республике. Поздравляю всех собравшихся с замечательным событием, завершением огромного большого труда. В электронном формате вышла энциклопедия Якутии. Это универсальный труд такой по многим областям знаний. Он не имеет своих аналогов в нашей республике, ну и, пожалуй, во многих регионах нет такого аналогичного труда. Надо сказать, что это подвижный такой организм, он будет постоянно дополняться, улучшаться, вноситься поправки мы можем. И надеюсь, что в следующем году выйдет первый том в бумажном формате, он уже готов у нас. И я хотел бы принести очень большую благодарность коллективу Национальной библиотеки за большую помощь в предоставлении электронного формата Национальной библиотеки для того, чтобы мы смогли оцифровать и вынести на суд читателей, на суд научной общественности нашу электронную энциклопедию. И вот в лице директора Саргланы Васильевны мы хотели бы вручить благодарственное письмо. Приглашаем вас к сканеру. Друзья, исторический момент поддержим аплодисментами. Правительственный сканер производства компании «Алар» сканирует, бережно относясь к первоисточнику, практически его не повреждая, и моментально создает цифровую копию плоского объекта в произведении печати, книги, статьи и других объектов, которые могут быть оцифрованы. Сегодня открывается такой мощный, очень нужный центр. И сегодня для языковой политики, для всех языковедов двойной праздник. Сегодня мы открываем наш такой давнейшую мечту. Мечта называется «Виртуальный музей государственных и официальных языков». Всеми поздравляю вас, уважаемые наши друзья, коллеги, что у нас в республике, вы знаете, 2 государственных языка, 5 официальных языков. Как вы знаете, руководство республики к языковой политике относится очень внимательно. Сегодня пристальное внимание мы имеем от главы республики Айсена Сергеевича Николаева. И 21 ноября состоялось расширенное заседание Совета при главе по развитию языков. И с 24 года в государственной программе сохранению и развитию языков будет финансироваться на 100 миллионов рублей. По регионам электронной энциклопедии точно нет. Это культурный код Якутии, это каталог объектов нематериального культурного наследия, это Арктический институт, институт гуманитарных исследований, это Дом народного творчества, это вся культура, мы все вместе делаем на нашей базе, на нашей каталогизации. Это, конечно же, наши любимые писатели, Олег Гаврилович, мы никак не можем. Это ассоциация писателей Якутии, наш самый главный партнер, и все проекты мы все вместе. Всех назвала. Национальной библиотеки Республики создается центр цифровизации, цифровой центр, и одним из главных проектов этого центра это цифровизация культурного наследия народов нашей республики, который в будущем станет культурным кодом Арктики. Для этого есть все основания, все материалы. Я очень благодарна Сарглане Васильевне, библиотеке, потому что предложили, у нас материалы, естественно, были, вот сегодня прозвучало, это уникальная совершенно коллекция.
Sütleri Mehmet, seni